Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Подготовка в штатном режиме, готовность к отопительному сезону составляет 75%. Вредители в мире флоры. 2 вида опасных насекомых нашли на срезанных цветах и свежих сливах, привезенных в республику. Экотопливо по всей России. Наши коллеги расскажут о целях автопробега «Газ в моторы». Лето, пора трудовых будней. В Ленском районе продолжаются ремонтные работы в детских садах. Значимые для якутян имена. В столице республики прошла встреча с членами Русского географического общества. Новая дизельная электростанция будет построена в поселке Черский. Соглашение о строительстве современной дизельной электростанции мощностью 4 мегаватт со всей необходимой сопутствующей технологической инфраструктурой достигнуто сегодня во время встречи главы Якутии Айсена Николаева с руководством Русгидро. Объект планирует создать к 2024 году. Новая электростанция позволит обеспечить надежное энергоснабжение поселка. Напомним, что Русгидро реализует масштабную программу по модернизации локальной энергетики Дальнего Востока, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и систем ее накопления. В Верхоянский район всего планируется 10 вылетов со строительными материалами, из них 7 по лиге Якутопторга. В том числе в село Батагай воздушным судном будет доставлено 112 тонн. Об этом сегодня говорили на заседании ликвидации последствий паводка. На повестке дня были включены 2 вопроса. Во-первых, это перевозка груза Ми-26. Далее обсудили оказание финансовой помощи семьям Верхояне. Как отметили на заседании, график доставки строительных материалов на сегодняшний день подтвержден. Уточняется перечень материалов. Большой объем груза обязан доставить Якутопторг. На сегодня завершена погрузка в Суардах и Бурулах. Завтра совмещенный рейс планируется в села Дулгалах и Бурулах. Также семьям проживающим будет оказана денежная компенсация. Всего по району в зону подтопления попали 267 квартир. В 3 селах жители полностью согласны получить выплату. Оценительным работам на сегодня произведен подсчет строительных материалов, необходимых для объектов социального характера и многоквартирных домов. Также акты комиссии все проведены во всех объектах, и они представлены в Центральном образовании, где прошли осмещение и ценовую экспертизу. Людям будет единовременная материальная помощь. Люди уже начали получать с 24 июля первые. Команда летчиков Центра физики, облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета награждена юбилейным знаком республики «100 лет якутской автономии» за плодотворную работу, высокоэффективный результат в решении задач по искусственному вызыванию атмосферных осадков на территории Якутии. Напомним, в этом году самолеты-зондировщики привлекались для работы по искусственному вызыванию осадков на тушение лесных пожаров. Благодаря их возникновению в значительной степени помогло сократить количество природных пожаров. Нам кажется, что для того, чтобы все же подтвердить те положительные результаты, которые, в принципе, сейчас получены, нам бы хотелось бы, что же, просить руководство республики о продолжении этого эксперимента для того, чтобы можно было бы разработать научно-методические основы такого подхода. Руководством это предложение поддерживается. И мы такое задание тоже имеем от нашего главы Алексея Сергеевича и будем продолжать работу. Готовность к отопительному сезону объектов ЖКХ и энергетики Якутии составляет 75%. Подготовка идет в штатном режиме. Особое внимание и контроль уделяется предписанию Ростехнадзора. Готовятся котельные, водопроводные и канализационные сети. Также формируется аварийный запас оборудования, необходимых материалов и средств для восстановительных работ. Исполнение ремонтных программ ведется также в плановом режиме. На сегодняшний день отопительный сезон уже начался в Алайховском и Булунском районах, а также в пострадавшем от дождевого паводка Верхоянском районе в связи с необходимостью просушки объектов социальной сферы и жилых домов. Андрей Тарасенко поручил усилить координацию за подготовкой к отопительному сезону социальных объектов по всей республике.
В Якутске производится ремонт 75 дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». На благоустройство дворов в этом году выделено 669 миллионов рублей. По результатам открытых конкурсов и аукционов заключены контракты с 3 подрядными организациями. На сегодняшний день уже завершены работы по демонтажу существующих покрытий, выкорчевке пней, частично заменены грунты основания, асфальтированы проезды. В некоторых дворах уже установили бордюрные камни и сделали водоотводные лотки. Далее подрядчики должны уложить тротуары, основания под детские и спортивные площадки, а также оборудовать их всем необходимым. Кроме этого, подрядчики полностью заменят освещение. Все работы планируется завершить к 31 октября. Устройство малых архитектурных форм, там скамейки, площадки, обустройство, там качельки и тому прочее. Также это полное асфальтирование дворовых территорий, проезды, площадки. Обустройство детских площадок – это ковровое покрытие, где-то покрытие мягкое, да, для безопасности детей. И, соответственно, тротуары. Участники всероссийского автопробега «ГАЗ в моторы-2022» прибыли в столицу республики. Напомним, акция стартовала 8 августа в Нерюнгри. По региону колонна едет под эгидой мероприятий в честь столетия образования якутской автономии. Куда дальше направятся участники проекта и в чем основная цель пробега, узнавала Светлана Амосова. Сотни километров на газомоторном топливе из Нерюнгри до Якутска. Колонна «ГАЗ в моторы» проходит в рамках всероссийского автопробега. ГАЗ очень популярен в западной части России, в Европе. Там он динамично развивается благодаря поддержке федеральных властей. Дальний Восток и Восточная Сибирь немножко отстают, но мы своими силами развиваем рынок и пытаемся привлечь внимание федеральных властей, чтобы нам предоставили федеральные субсидии. Ключевая цель пробега – показать высокую экологичность и экономичность от использования газового топлива. Ведь одним из преимуществ его использования являются низкое количество выбросов вредных веществ в атмосферу и низкая стоимость. Посчитали, да, с водителем, сколько мы сэкономили? 5-6 сэкономили. УАЗик на Патриот у нас бы где-то с Якутска до Нерюнгри и обратно обошлось где-то 1014 с копеечками. Минус 5000. Вот наша экономия на газу. Также к акции присоединилась Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали. Водитель КАМАЗа Александр Петрович считает, что это направление должно и дальше развиваться в регионе. Дай бог, чтобы распространялось это, потому что в данный момент у нас и с дизтопливом проблемы, и с бензином. Особенно и бензин, он некачественный стал в последнее время, что 92-й, что 95-й. А газ, он доступен, он уже наш, родной. В автопробеге участвуют совершенно разные виды машин, начиная от легковых автомобилей, заканчивая крупногабаритными КАМАЗами. Это задумано для того, чтобы показать, что на газомоторном топливе может ездить абсолютно любая машина. До конца 2030 года по поручению главы региона Айсена Николаева количество автогазонаполнительных станций должно быть увеличено до 40. На данный момент по республике работают 9 таких заправок. Это очень амбициозная задача. Мы должны в рейтинге регионов пробиться на высшие позиции и закрепиться там. Между тем, всероссийский автопробег охватывает 25 субъектов Российской Федерации, в том числе и Якутия. Они проделывают путь из Владивостока и завершат 15 августа на площадке 6-го Петербургского международного газового форума. А участники республиканского автопробега направятся дальше в сторону Южной Якутии. Всего маршрут пройдет по 11 районам региона. В пути присоединятся еще и другие автомобилисты. Всего примут участие порядка 20 машин, а финиш состоится 13 августа в Ленске. ГАЗ, моторы! Ура! Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Виктор Дьячковский, Якутск. 2 вида опасных насекомых-вредителей нашли на срезанных цветах и свежих сливах, привезенных в республику. Государственные инспекторы отдела фитосанитарного надзора и контроля за качеством зерна управления Россельхознадзора проконтролировали свыше 20 тонн плодоовощной продукции и около 2200 срезанных цветов и отобрали пробы для подтверждения в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. В лаборатории информацию подтвердили. Так, на срезанных цветах, поступивших из Краснодарского
Краснодарского края и выращенных в Армении, выявлен западный цветочный трипс. Также на свежих сливах, поступивших из Новосибирской области и выращенных в Узбекистане, найдена тутовая щитовка. Отмечается, что заражение западным цветочным трипсом периодически выявляется в республике. Но тутовая щитовка обнаружена впервые. Уже несколько лет в поселениях Нерюнгринского района успешно реализуется государственная программа «Земский доктор». В этом году она заработала и в городе. Проблема дефицита врачей, особенно специалистов узкого профиля, не теряет своей актуальности. Данная программа предназначена для поддержки специалистов здравоохранения и подразумевает единовременные выплаты и другие меры поддержки, такие как предоставление жилья и места детям в школах и детских садах. Олег Тарасов, врач-нейрохирург, узнал о вакансии в Нерюнгринской больнице из объявления в интернете. С семьей решили переехать из города Ноябрьск. А уже здесь на месте стало известно о приятных бонусах в виде выплаты по программе «Земский доктор». Работаю здесь 1 апреля 2022 года. Приехал я из города Ноябрьск на данный момент. Вообще обучался в городе Омске. Там проходил ординатуру. Работал там детским нейрохирургом. Мне предоставили двухкомнатную квартиру, так как я переехал с семьей, у меня есть ребенок. Дали, получается, выплату, как земский доктор. Вот. Работаю здесь, в больнице. Все очень нравится, город очень нравится. Вообще ландшафты очень красивые. То есть очень комфортно себя здесь чувствую, ощущаю. Согласно программе «Земский доктор», врачам предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам – 500 тысяч. Главное условие – обязательство отработать в Нерюнгринской больнице 5 лет. Остро стоит вопрос – это анестезиологи, реаниматологи, врач-неонатолог нужен в роддом, акушеры-гинекологи, педиатры, участковые терапевты, кардиологи нам нужны. Вот. Ну, горячие такие позиции все-таки это анестезиолог-реаниматолог, потому что у нас всего сейчас 4 врача осталось, которые продолжают работать. Нерюнгринская больница уже приняла на работу 6 специалистов. До сентября ожидается приезд еще 4 врачей. Это эндокринолог, кардиолог, психиатр и участковый педиатр. На начало года укомплектованность врачами составляла 54%. Благодаря программе «Земский доктор» и профессиональной переподготовке врачей планируется довести укомплектованность врачебного медперсонала к 2024 году до 65%. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Более того, добираться до пациентов медикам Чернышевского станет легче. Поселковая больница получила автомобиль УАЗ для первичной медико-санитарной помощи. Машина предназначена не только для перевозки медиков, но и пациентов медорганизации. Кроме того, до жителей отдаленных районов будут доставлять на авто лекарственные препараты и перевозить биологические материалы для исследований. У жителей столицы сегодня была возможность пройти бесплатное обследование в парке культуры и отдыха в рамках проекта «Здоровое лето». Консультации провели квалифицированные врачи разных направленностей. Так можно было сдать анализ крови на сахар, оценить функции внешнего дыхания, измерить артериальное давление и оценить насыщение артериальной крови кислородом. Обследование рассчитано на людей разного возраста. По результатам врачи сделали заключение о состоянии здоровья граждан и установили факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Также сегодня прошла лекция врача-кардиолога о профилактике болезней сердца и сосудов. Отмечу, что подобные мероприятия проходили каждую среду июля и будут продолжаться в августе. Подходят в основном пожилые люди для профилактики болезней сердца, сосудов. Мы рекомендуем каждому посетителю проходить диспансеризацию по месту жительства, так как она необходима для выявления, раннего выявления заболеваний. Для кого-то лето – пора отдыха, а для кого-то самый горячий период напряженных трудовых будней. Дошкольные образовательные учреждения в эти летние месяцы усиленно реставрировали. Где-то были проведены текущие ремонтные работы, а где-то практически глобальная реконструкция. Как, например, в детском саду «Сказка», где с проверкой побывала и наша корреспондент Анна Кожевникова. Звон
Звонкие детские голоса сменили шум электродрелей и других инструментов. В этом корпусе младшей группы детского сада «Сказка» недавно завершился ремонт. Объем работы проведен колоссальный. Поменяли кровлю, утеплили полы и фасад здания. Воспитатели не нарадуются, но ждут зимы, чтобы протестировать холодами проведенный ремонт. Уже много лет работаю, но было в те годы холодно у нас, по полу особенно, и со стен как бы дуло. Но нынче такой грандиозный ремонт сделали. Надеемся, что тепло будет. Детям главное, чтобы тепло и уютно было. Детей много у нас ходит, детки маленькие, возраст 2 до 3 лет. И нам вот самое главное, чтобы помещение тепло было. Комфортная температура – это самое главное для детей, поэтому и в других группах, где северные зимние ветра выдували стены и прибирались под полом, произвели утепление. Ремонт этого дошкольного учреждения Казнелинского района обошелся почти в 2 миллиона рублей. Самые масштабные ремонтные работы в этом году были проведены в детском саду «Сказка». Это замена кровли, полов, дверей, а также утепление фасадов некоторых корпусов. На детских площадках установили беседки. Также отремонтировали городские дошкольные образовательные учреждения «Золотой ключик» и «Сардана». В Витиме провели наружные работы в детском саду «Колокольчик», а в Пеледуйском «Светлячке» в этом году занялись реконструкцией электроснабжения. И, конечно, самые крупные и затратные ремонты произвели в школах. На сегодняшний день частично образовательные организации ремонтные работы исполнены в 100% выражении, и частично ремонтные работы находятся на стадии завершения согласно установленных сроков. 1 сентября все образовательные организации будут готовы к новому учебному году. Всего в этом году на ремонт образовательных учреждений районные власти затратили свыше 48 миллионов рублей. Из них 11 на детскую базу отдыха «Алмаз» и около 6 миллионов на детские сады. Анна Кожевникова, Алексей Семенов, Ленск. Формирование эмоциональной устойчивости женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, управление собственным психоэмоциональным состоянием, а также навыком позитивного самовосприятия. Все это является основными целями работы Центра «Алмаз» и временного приюта «Мать и дитя». Центр помощи совместно с временным приютом для детей с детьми запустили совместный межведомственный проект для женщин «Новый старт». Что это за проект и какую цель он в себе несет, узнавала Валерия Наумова. Как бы трудно вам не было, никогда не меняйте красоту своей души на мертвый холод камня. Даже если вас сломали, прорастайте заново. Данные слова могут найти отклик не у всех. Но есть женщины, которые не понаслышке знают, как это – прорастать заново. Анастасия – одна из 3 участниц проекта «Новый старт». Некоторое время назад она попала в тяжелую и трудную жизненную ситуацию, которая затянулась на долгий период. По рекомендации она обратилась в центр, и специалисты пришли на помощь. Сегодня Анастасия готова справляться со всеми трудностями. Сотрудничать я планирую достаточно долго, потому что мне здесь очень-очень нравится. Мы общаемся. В первую очередь это общение становится сразу легче. Так допустим, я не могу со своими друзьями поговорить на все эти темы, которые обсуждаются здесь в центре. И мне это очень помогает. В проекте принимают участие женщины, особо нуждающиеся в профессиональной поддержке. На протяжении недели они пройдут различные мотивационные мероприятия, которые включают в себя психологические тренинги, индивидуальные и групповые, медицинское обследование, мероприятия по повышению правовой грамотности, работа с профессиональными визажистами и участие в фотосессии. Наш проект «Новый старт» именно для женщин, которым сегодня нужна поддержка. Она очень нужна в том плане, что не всегда они самостоятельно могут выходить из этой трудной жизненной ситуации. Вроде бы они обращаются, мы их сопровождаем, но иногда им не хватает хорошего толчка. И мы решили именно дать этот толчок к новым действиям, к новому старту. Женщины очень обрадовались этому решению, к нам обращались много, конечно, желающих очень много. Они все посещают наши тренинги. У нас различные тренинги совместные бывают, психологи. Однако попасть на проект может не каждый. Но вот получить помощь, оказавшись в трудной жизненной ситуации, может любая. В этом способствуют специалисты временного приюта для семей с детьми, находящимися в социально опасном положении «Мать и дитя». Задача приюта, цель – это профилактика социального сиротства, чтобы дети оставались в семье. Например, вот помочь ребенку, это помочь их родителям, особенно мамам, самая главная задача. В любой кризисной ситуации женщины могут к нам обратиться, и мы, конечно, поддержим.
С начала года в приют пришли 35 женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Из них это женщины с финансовыми трудностями, пострадавшие от домашнего насилия и беременные. Возраст постоялец от 19 до 48 лет. За помощью обращаются из разных уголков нашей большой республики. Обратиться в Центр помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Алмаз» или во временный приют для семей с детьми «Мать и дитя» можно по контактам, указанным на ваших экранах. Специалисты отмечают, что проблему главное не замалчивать, и если есть потребность, обязательно обратиться. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Выставка «Благословленная и щедрая земля Татты» открылась в музее имени Ярославского. Она показывает историю развития становления Татинского района. Земля с давних времен славится известными писателями и людьми, внесшими большой вклад в развитие района и республики. На выставке представлено более 250 экспонатов. Это редкие документы, фотографии, раритетные вещи, национальные костюмы и многое другое. Татинский район, Улус, является, конечно, колыбелью культуры нашей республики. И на сегодняшней выставке участвуют все музеи, которые там расположены. И есть еще экспонаты от наших народных мастеров. Здесь можно будет увидеть вещи, экспонаты из 15-16 веков и новые вещи, которые сделаны буквально в этом году, мы получили от наших народных мастеров. Турецкий литературный журнал посвятил августовский номер столетию республики. В номер вошли литературные произведения Платона Аюнского, анимпадиста Сафронова Алампа, Семена Данилова, Василия Харысхала, Семена Попова Сементумат, Натальи Харлампьевой, Елены Слепцовой-Куарсуанах, Аграфены Кузьминой. Кроме того, история Якутии, написанная поэтом, публицистом и исследователем истории республики Гаврилом Андросовым, а также ряд трудов про Хамус, Исех и Максима Амосова. Журнал «Кардеш Калимлер» выходит с 2007 года. Его тираж 500 экземпляров. Однако большей популярностью пользуется электронный вариант издания. Юные каратисты из Алдана отправились в Москву. В течение нескольких дней у спортсменов будут проходить учебные тренировки. Грядущие сборы станут продолжением в наращивании мастерства. Несколько дней назад ребята завершили цикл тренировок в Тамоте. Спортивный лагерь на берегу Алдана в этом году действовал впервые. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Это кадры одной из учебных тренировок юных каратистов. В практиках Докио Кишункай ребята совершенствовались в течение 4 дней на берегу Алдана, вблизи города Тамот. На одной из баз отдыха в этом году был образован спортивный лагерь. Было по 2, по 3 тренировки. Мы разобрали техническую часть, досуговые мероприятия, тренировки на природе, тренировки в речке. Это было все интересно. Часть ребят наших готовится к сдаче на свой очередной пояс. А часть ребят, у них были предсезонные сборы. Это именно бойцы, которые будут выступать с сентября на всероссийских международных турнирах. Решение об открытии тренировочной базы на берегу Алдана руководством Федерации карате было принято после сборов в Крыму. Напомним, в июле алданские ребята побывали на юге, где в течение 7 дней отрабатывали навыки Докио Кишункай. Как и на крымских сборах, в Тамоте юным спортсменам расслабляться не пришлось. Самое интересное то, что это, конечно, в первую очередь были сборы, это были тренировки, это были общения с командами, но все приехали отдохнувшие, потому что это природа, это тренировка на речке, это питание, это какое-то неформальное общение с тренерами между командой. Первый опыт работы вновь открывшегося лагеря оказался успешным. Тренировки прошли продуктивно. Ожидается, что в перспективе учебная база станет действовать каждое лето, где постигать практики карате Докио Кишункай смогут ребята со всей Якутии. Это был пилотный проект. В планах сделать его республиканским. На следующий год уже планируют принять участие ребята по Якутии, и по Якутской федерации, и ребята с Амурской области. В настоящее время ребята находятся в Москве на всероссийских сборах. Предстоящая неделя учебных тренировок станет своего рода продолжением цикла занятий. Наращивание опыта и оттачивание мастерства отнюдь не будет лишним. Спортивный сезон 2022-2023 обещает стать насыщенным и напряженным. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан.
В Якутске прошла встреча с членами Русского географического общества, якутскими энтузиастами разных возрастов и профессий, которые уже многие годы путешествуют по Якутии и исследуют места, на которых не ступала нога человека. На пресс-конференции они рассказали о своей недавней экспедиции на священную гору Сунтар-Хаятар, посвященной столетию республики. Экспедиция проходила в июле и продолжалась 26 дней. 6 мужчин прошли 7 перевалов, на 3 из которых ранее никто не бывал. В общей сложности они прошли 200 километров пешком и еще 100 километров сплавлялись по реке Сунтар. Путешественники признаются, что это было нелегкое восхождение, но все же они достигли своей цели и покорили священную гору. Теперь в планах общественной организации дать покоренным пикам значимые для якутян имена. Одну гору мы назвали именем Амосова Максима Кировича, так как нынче исполнилось 125 лет. Он самый главный основатель республики. И вторую гору мы назвали именем Платона Алексеевича Аюнского. И перевал между ними столетие ЯССР. На вершину Эльбруса водрузили флаг Усть-Алданского района Якутии. Альпинист Ирхан Бысыин восхождение посвятил родному району. Якутянин совершил новое восхождение на высоту 5642 метра за 3 часа 47 минут со станции Гарабаши. Свой подъем спортсмен посвятил родному Усть-Алданскому району в связи с успешным проведением 8-х спортивных игр народов Якутии. Флаг Ирхан Бысыин поднял вместе с еще одним членом сборной России по альпинизму Евгением Марковым. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.